0,8 у Владимира Кононова нашего и нашего Владислава Леконцева, я могу с гордостью сказать, что он первый старт принимал на базе Кулаковой на первой всероссийской спартакиаде прошлого года. И это тоже, значит, какая-то аура такая на базе Галины Алексеевны Кулаковой. И хотелось бы, чтобы там поприсутствовали, молодым передали это обязательно ту ауру, которая есть. И я не сомневаюсь, что в 2018 году у нас на Паралимпийских играх в Южной Корее будут присутствовать больше спортсменов, и все мы сделаем для того, чтобы и ребята с поражением зрения, с слабовидящие, тотально слепые участвовали. У нас есть горнолыжники, есть спортсмены, которые и в лыжных гонках, та же Юлия Смирнова подрастет. И не зря я Соловьеву Александру Васильевичу, когда было приветственные слова, сказал, что на Паралимпийских играх 2018 года вы расширяете резиденцию в связи с тем, что будет больше паралимпийцев, будет больше золотых медалей. Но для этого нужна и ваша помощь. Я благодарен Василию Ивановичу за то, что не имею права отказать таким людям. Про господина нашего родного моего Митюхина Анатолия Васильевича мы все знаем. С Карелией мы уже давным-давно знакомы. Максим, он у нас очень такой мобильный, быстрый, шустрый, и поэтому я просто, наверное, вот эти все успехи бы нереально были бы, вот эти, если люди не присутствовали, не болели, вот этой ауры бы не было. Хотя я никогда не сомневался в своих ребятах, что, наверное, за месяц еще сказал, что 8 марта Владик Леконцев принесет золотую медаль в биатлоне. Многие сомневались, но у меня сомнений не было. Единственное, мы в слэш-хоккее проиграли, но я вот говорю, если бы допустили до раздевалки, команда была бы с золотыми медалями. Там немножко было неправильно сделано в связи с тем, что после полуфинала все начали уже считать задачу выполненной, то есть в том числе и руководители. И здесь у нас присутствуют очень уважаемые люди, которые начинали спорт инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Ложкин, Карпов – это те люди, которые еще в советское время занимались спортом с поражением опорно-двигательного аппарата. Я вот почему-то вы представьтесь,